На повестке дня очередного заседания сессии парламента 3 вопроса. Законопроект о внесении изменений в бюджет республики, об определении размера средств на содержание контрольной палаты и корректировке целевого назначения средств республиканского бюджета. И в разделе «Разное» земельный вопрос. Законопроект о скорректированном бюджете республики представил депутат Беслан Халваш, который уточнил, что комитет по бюджетам под его руководством тщательно изучил данный проект и ввиду отсутствия нареканий предложил принять его в окончательном чтении. Таблица хасабала лагала как коллега Шерхон Яхмудзи Тазахан бюджет комитет нас абхера лахцот аюб пях папе абхераджа еще харгварц. Вице-премьер-министр финансов Владимир Дылба рассказал об основных показателях бюджета. Он отметил, что принятие поправок позволит своевременно профинансировать расходы в социальной сфере сразу и в полном объеме. К 2023 году появились, как вы знаете, обязательства в связи с оказанием адресной финансовой помощи нашим гражданам и лицам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, дополнительное обращение наших граждан, организаций, районов по финансированию отдельных объектов социально-культурной сферы, административных объектов на территории практически всех наших районов и в городе Сухум. Поэтому, если законопроект поддержите и станет законом, я сразу о чем хочу сказать. Первым платежом будут именно, разумеется, вот эти вот социальные расходы. На сегодняшний день 84 человека, по ним приняты решения об оказании адресной помощи, 7,6 миллионов рублей, ровно точно так же, как и вас, так и нас всех тревожат эти люди. Дылба заверил, что до конца года будет повышена зарплата отдельным категориям работников бюджетной сферы, и на эти цели средства уже предусмотрены. Также планируется перерасчет с января по октябрь. Скорректированный бюджет устроил абсолютное большинство депутатов. Таким образом, законопроект приняли во втором окончательном чтении. Что касается бюджета на следующий год, то уже определена сумма в части содержания контрольной палаты республики. Согласно проекту постановления, эта сумма составит более 41 миллиона рублей. Законопроект поддержали и приняли в окончательном чтении. Депутаты рассмотрели проект постановления о корректировке целевого назначения средств республиканского бюджета. Речь идет о том, чтобы 60 миллионов рублей направить на оплату за переток электроэнергии. Эта сумма – неосвоенная часть из выделенных в прошлом году средств на приобретение и установку приборов учета, уточнил депутат Беслан Халваш. Тогда на эти нужды в общей сложности было выделено 200 миллионов рублей. У депутатов возник вопрос о темпах установки приборов измерения и учета электроэнергии. У нас собираемость, если люди, которые отвечают за это, они должны собирать деньги. Мы если будем оттуда перекладывать, перекидывать, пускай платят. Люди, которые ответственные, если они не могут это собрать, это с работой не справляются, надо с них, и спрашивать. Кто-то на майнинге, мы без света сидим, кто-то платит, кто-то не платит. Надо подходить. Сейчас бесплатный свет нигде нету в мире. Чтобы изучить этот вопрос детально, парламентарии намерены пригласить представителей сферы энергетики. А на данный момент подобное перераспределение средств – это более приемлемое решение вопроса. Проект этого решения, который мы вам предлагаем, он не означает, что деньги не смогли потратить, его надо в какую-то пустоту перенаправить. Те средства, которые мы направляем за оплату перетока электроэнергии, это очень важная статья доходов. С одной стороны, я абсолютно согласен с темпами приобретения, установки приборов учета. Темпы должны быть намного серьезнее. С другой стороны, если бы эти деньги были бы израсходованы, нам надо было бы дополнительно из республиканского бюджета искать деньги на оплату этого же перетока. Понимаете, все равно эта проблема от нас никуда не ушла бы. По словам Беслана Халваш, польза от установки приборов в систему учета уже есть. Он уточнил, что представители Черноморэнерго предоставили подробный перечень работ, осуществленных за счет заработанных денег. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.